Эфир нашего телеканала продолжит выпуск новостей. В студии Иван Лазаренко и коротко о главных темах. Доступ в общественные места в республике будет возможным при наличии сертификата о вакцинации и QR-кода. Проект социальной газификации в Якутии оценивается в 5 миллиардов 400 миллионов рублей. Голубое топливо будет бесплатно подведено к более чем 4,5 тысячам домов. Якутяне в финале. В Москве подводят итоги всероссийского конкурса среди молодежи на лучшую законодательную инициативу. Доступ в общественные места в республике станет возможным с сертификатом о вакцинации и QR-кодом. Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев. Допуск совершеннолетних граждан осуществляется при предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией, подтверждаемых QR-кодом и документа, удостоверяющего личность, говорится в указе. Данные условия начинают действовать с 20 октября. Для театров, музеев, библиотек, домов культуры и других культурно-досуговых организаций с 25 октября для фитнес-клубов, тренажерных и спортивных залов, а также бассейнов. Ну а с 1 ноября QR-коды будут требоваться для посещения ресторанов, кафе, столовых и банкетных залов. Сертификат и QR-код можно получить после вакцинации на портале госуслуг. Президентская программа социальной газификации полным ходом идет по всей стране. В Якутии бесплатно голубое топливо будет подведено к более чем 4,5 тысячам домовладений в 82 муниципальных районах. Газификацией в регионе занимается единый регоператор. Это компания «Саха-Транснефтегаз», на сайте которой идет прием заявок от собственников домовладений. В целом проект социальной газификации в Якутии оценивается в 5 миллиардов 400 миллионов рублей. В целях реализации данного проекта по распоряжению главы республики Айсена Николаева был создан региональный штаб по газификации под руководством премьера региона Андрея Тарасенко. Мы, если я скажу еженедельная основа, то это минимум, да, на самом деле на регулярной основе отрабатываем с Министерством энергетики Российской Федерации. Здесь по приему заявок граждан. То есть мы организовали его на сайте «Саха-Транснефтегаз», там идет счетчик, люди подают свои заявления, ну, соответственно, ведут работу со специалистами. Не так давно клиентский центр в Якутске «Саха-Транснефтегаз» открыл, это как раз тоже связано с этой программой, чтобы гражданам было удобно, просто и понятно получить данную услугу. Ну, она востребована, конечно, у нас население. Задача у нас почти 5 тысяч домовладений необходимо подключить. Работа в этом году у нас уже идет. Минимальная такой вот планка для нас 291 домовладение только в этом году мы должны подключить. Сейчас уже конкретные процедуры, да, уже идут. Не так давно, в частности, вот в Марху, например, выезжал, инспектировал работы, то есть, ну и, соответственно, ведем работу и по другим объектам. Ну а что касается Ленска, то там 1121 частный жилой дом может быть подключен к газовому отоплению в рамках реализации этого проекта социальной газификации. Подача заявок уже открыта на ресурсоснабжающей компании «Саха-Транснефтегаз». Форму заявки и необходимые для подачи заявления документы можно посмотреть на сайте города Ленска. Там дана подробная разъяснительная информация. И, как отмечается, заявку лучше оформить как можно быстрее, так как финансирование будет определяться от количества желающих газифицировать свои частные дома. Администрацией города Ленска была проведена совместно «Саха-Транснефтегаз» работа по инвентаризации жилых домов. Сегодня правительство как Республики Саха, так и Российской Федерации хотело бы увидеть заявление и уже предлагает заключать газоснабжающие организации договора на строительство этих газовых сетей. В Москве подводят итоги всероссийского конкурса среди молодежи на лучшую законодательную инициативу. В этом году сразу 4 якутянина отобрались в финальную часть турнира. Школьники из нашей республики предложили такие инициативы, которые по достоинству оценили федеральные эксперты. Что хотят улучшить якутяне, узнавал Максим Кардозу. Гавриил Суздалов на подобном конкурсе впервые и сразу с серьезной инициативой. Потомственный оленевод, а его династии уже больше 200 лет, решил поднять вопросы, которые волнуют частных заводчиков оленей. Государство дает возможность заниматься личным подсобным хозяйством, но нету льгот
и нету поддержки на кооперативы, на организации государственные. Конечно, есть льготы, выплаты социальные на оленеводство. А вот именно личное подсобное хозяйство, что интересуется молодежь, нету поддержки, и молодежь просто боится идти туда, в что-то неизвестное. Идея Гавриила Суздалова жюри понравилась. Он получил диплом первой степени. Высоко оценили эксперты и еще один проект из Якутии. Кирилл Горохов представил свою инициативу по регулированию тушения пожаров. Он предложил ужесточать меры ответственности за распространение пожаров и поощрять добровольческие команды. В этом году ситуация окончательно вышла из-под контроля. Ее стало невозможно контролировать, невозможно было пожары эти самые обуздать. Мы жили в смоге, мы были вынуждены дышать этим воздухом загрязненным. Было невыносимо сложно, и поэтому я решил предложить свои идеи во избежание подобных случаев в будущем. «Моя законодательная инициатива» – это конкурс, который рассматривает идеи молодых людей от 14 до 30 лет. В нем может принять участие любой человек, у которого есть свои идеи по улучшению законодательства. Предложения рассматриваются по секциям, и победители обычно получают возможность выступить перед депутатами Госдумы. Но в этом году из-за ковидных ограничений с предложениями школьников и студентов народные избранники познакомятся лишь в онлайн-формате. Максим Кардозо, Джур Березкин, Москва. Устойчивое ледообразование началось на реках Якутии. По данным обзора состояния водных объектов на 15 октября, на основных реках Якутии преобладает понижение уровня воды с интенсивностью от 1 до 60 сантиметров за сутки. Кроме того, начинается устойчивое ледообразование. Об этом сообщили в Якутском управлении гидрометеослужбы. Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии предупреждает, что тонкий лед является одной из самых распространенных опасностей, которые приводят к гибели людей. Обычно жертвами становятся рыбаки, дети и автомобилисты. Избежать трагедии можно только в том случае, если соблюдать установленные правила безопасного поведения на льду водоема. В Якутске в сентябре этого года открылся стационарный пункт техосмотра на базе казенного предприятия «Дороги Арктики». На Хатын-Уряхском шоссе проводят технический осмотр всех категорий автомобильного транспорта, от легковых до грузовых. Какие требования существуют и что может послужить отказом дальнейшего осмотра автомобиля, разбирался наш коллега Евгений Тайтонов. До марта этого месяца компания «Дороги Арктики» эксплуатировала передвижной пункт технического осмотра в поселке Батагай Верхоянского района, но весной этого года, после вступления в силу закона об обязательном наличии стационарного пункта, компания прошла все процедуры и открыла соответствующий современный пункт уже в городе Якутске на Хатын-Уряхском шоссе. И мы сейчас переговорим с начальником отдела эксплуатации транспортных средств Николаем Оконечниковым. Он нам все поподробнее расскажет. Николай Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. И расскажите, пожалуйста, с чего начинается именно технический осмотр автомобиля? Ну, технический осмотр автомобиля начинается с внешнего осмотра. Получается, машина сама должна быть чистой, световые сигналы, все остальное должно быть рабочим. Также при установке силовых бамперов или отдельных агрегатов должно иметься документы с ГИБДД о том, что машина прошла переоборудование. Также это с ГБО. Ну, если, например, в документах уже не написано, что не узаконено, что в таком случае? Получается, они должны пройти переоборудование. Есть организации определенные, которые проводят экспертизу. После этого они проходят осмотр в ГИБДД и, получается, переоборудование проходит. А именно по световому оборудованию, именно по фарам, какие требования у вас есть? Требования, получается, фары должны все гореть в рабочем состоянии, не сломанные, в исправном состоянии, получается. Ну а внутри салона на что вы обращаете внимание? Получается, обращаем внимание на ремни безопасности, на рабочее состояние кресел. Получается, все движимые механизмы должны быть в рабочем состоянии. Также в панели приборов не должны гореть ошибки в виде чеков или АБС. Ну а после этого дальше на что вы смотрите и какое испытание проходит именно транспортное средство? Если неисправности ранее не выявлены, получается, машину ставим на тормозной стенд и проверяем тормозные механизмы. Получается, если
После этого стенд нам выдает информацию по весу машины, как тормозила, какая ось опаздывает с торможением или не опаздывает. А если здесь прямо сейчас найдут какие-то неисправности, автомобиль уже приходит на следующий день после исправления ошибок? Нет, получается, машина дальше проходит проверку полностью, и по окончанию всех проверок выдается им бумага о том, что какие неисправности им нужно устранить. И в течение 20 дней они могут пройти бесплатно повторно. Ну и какие виды автомобильных транспортов у вас вы можете, точнее, у вас могут проходить именно технический осмотр? Все категории транспортных средств на сегодняшний день. Хорошо, Николай Николаевич, спасибо большое. Я хочу отметить, что пункт технического осмотра работает в будние дни с 9 утра до 6 вечера. В преддверии празднования Республиканского дня матери сегодня региональные власти и представители городской администрации возложили цветы к памятнику матери. Отметим, что этот праздник был учрежден указом президента Якутии в сентябре 1993 года. Его отмечают каждое третье воскресенье октября. В этом году праздник выпал на 17 число. В эти дни в образовательных учреждениях Якутии будут проходить классные часы, различные конкурсы и викторины. А в столице региона часть мероприятий будет проходить, к сожалению, в формате онлайн из-за сложной эпидемиологической ситуации. Напомним, Всероссийский день матери отмечают в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник выпал на 28 ноября. В 2017 году указом главы Республики Саха-Якутия в республике учрежден знак «Мать-героиня Республики Саха-Якутия» и знак «Материнская слава» 1, 2, 3 степени. И на сегодня 22 матери носят это высокое звание «Мать-героиня Республики Саха-Якутия». 22 матери. И ежегодно присваивается это звание нашим многодетным матерям, имеющим 10 и более детей. В последние годы в знак признания созидающей роли матери по инициативе жителей, общественных организаций, при поддержке муниципалитетов на местах восстанавливаются и идут работы по созданию памятников и скверов матери. К этому часу пока все новости. О развитии событий мы расскажем в наших следующих выпусках. Не переключайтесь.